Мне это очень понравилось. Интересные, полезные видеоролики, прям как у меня. Нету нигде никакого закона о том, что узбеки и таджики должны работать только в России. Бародаро, мамедонам, забони тоджики, хаммадан, чаролик ширин тилу. Да, средняя зарплата в Чехии, именно в Чехии, Германию, где зарплата в 2-3 раза больше. Друзья, всем привет, всем ассаламу алейкум, с вами я, Тимур Хусайнов, и вы на канале Тождором. Сегодня хочу посоветовать вам одного блогера, как блогера, начинающего блогера. Как начинающий? 2-3 месяца уже занимается этим, я смотрел его видеоролики, мне это очень понравилось. Интересные, полезные видеоролики, прям как у меня. А что он снимает? Ребят, все о жизни в Европе, все то же самое, как у меня. У меня получается все о жизни в Москве, у него все о жизни о Европе. Чехия, там страна Чехия, город Прага или как там, где он живет. Вот, давайте, ребят, я вам коротко сейчас расскажу, как мы познакомились. И, естественно, потом поставлю видео, можете смело смотреть и послушать его, как он расскажет вам. И я уверен, что вам это будет интересно. Раз уж интересно все о жизни в Москве, то Европа намного лучше. Мне самому это очень интересно. В общем, ребят, как я знаю, что многие блогеры такие, как сказать, особо не обратят внимания на своих подписчиков. То есть на комментарии, кто что пишет. А я скажу, что я один из тех блогеров, которым это интересно. То есть я читаю каждый второй комментарий. Даже бывает, что я отвечаю очень часто. И я ни одного не пропускаю, пролайкаю. В общем, ребят, я заметил то, что у меня появился один такой самый активный подписчик. Везде под всеми видеороликами комментарии, еще раз комментарии. Тимур, салам алейкум, Тимур, привет, Тимур, молодец, Тимур, вот так, Тимур, вот так, вот так. И в один момент, Тимур, дай номер. Я не обратил внимания до начала, там недели-две прошло где-то, и в прямом эфире, когда в Инстаграме я сидел, он писал мне, я там уже ответил, вот, и, естественно, там мы уже пообщались, я ему обещал, что я тебе отвечу после эфира. Потом мы связывались, переписывались, и он мне предложил свою идею, то, что, чем он занимается, то, что у меня то же самое, как бы схожие темы, и снимать совместный видеоролик. Есть 3 варианта, как можно сюда приехать. Первое – это оформить студенческую визу. Второй вариант – это оформить рабочую визу. Третий вариант, он самый дешевый, но и самый рискованный. Этот вариант выбрал я. Так как мне эта идея очень понравилась, мне самому это интересно, я согласился. Поэтому, ребят, прямо сейчас ставлю его видео. Обязательно смотрите его видео до конца. Я уверен, что вам понравится, как попасть в Европу через виза, там, не знаю, по учебе или там сделать туристические какие-то там билеты, или как там правильно будет. Вот, и, конечно, ссылка будет в описании. Давайте, ребят, все вместе посмотрим это видео и дальше продолжим. Нету нигде никакого закона о том, что узбеки и таджики должны работать только в России. Бародаро, мамедонам, забони тоджики, хаммадан, чаролик ширин тилу. Да, средняя зарплата в Чехии, именно в Чехии, Германию, где зарплата в 2-3 раза больше. Всем ассаламу алейкум, друзья, меня зовут Фируз. Для тех, кто не знает, я родом из Таджикистана. 3 года я после Таджикистана жил в Москве, а дальше уже приехал в Европу. Вот последние полгода я нахожусь в Европе. Страна Чехия, город Прага. После того, как я приехал сюда, все знакомые и друзья постоянно спрашивали, как мне это удалось. И главный вопрос, как простому гражданину Таджикистана или Узбекистана приехать сюда, оформить визу, найти жилье, устроиться на работу. Реально ли это, да, и сколько тысяч долларов на это уходит. Именно для этого я создал YouTube-канал, где подробно рассказываю о том, как получить визу, да, как сделать визу самостоятельно, как устроиться на работу и как вообще тут обстоят дела с этим. Поэтому для тех, кому интересно, можете пройти внизу, в описании есть ссылка на мой канал, да, Алифер Европа называется. Вы можете пройти на мой канал и ознакомиться со всеми темами поближе. Тут же я постараюсь вам кратко объяснить, да, как можно сюда приехать, какие способы миграции есть, какая средняя зарплата тут, да, и сколько стоит жилье. Вот примерно я постараюсь вам рассказать в этом видео обо всем. Есть 3 варианта, как можно сюда приехать. Первое – это оформить студенческую визу. Студенческая виза стоит от 1500 до 2000 евро. Вам обязательно нужно найти фирму, которая этим занимается. Вы платите им эти деньги, они вам ищут курсы, находят жилье и отправляют вас сюда. Второй вариант – это оформить рабочую визу. Также обязательно это делается только через агентство.
Вы ищете агентство, платите им эти деньги, стоит это начиная от 1000 или 1500 евро. Столько вы платите агентству, которое найдет вам работу, жилье и отправит вас сюда. Третий вариант, он самый дешевый, но и самый рискованный. Этот вариант выбрал я. Я сразу говорю, что не для всех это подойдет, потому что не каждый решится это сделать. Вы можете просто оформить туристическую визу. Сразу говорю, что туристическую визу можете оформить самостоятельно. Не нужно никому платить, да, никаким агентствам. Вы можете сами это сделать. Об этом я тоже снял видео. На моем канале есть подробная инструкция, как потихоньку собрать все документы и подать самостоятельно на визу. Куда нужно идти, сколько все это стоит. Сразу могу сказать, что это самый дешевый и самый быстрый вариант. То есть вы оформляете туристическую визу, приезжаете сюда и остаетесь нелегально. Повторяю, что этот вариант выбрал я, потому что это самый дешевый. У меня не было возможности платить 1000 или 2000 евро, чтобы сделать рабочую или студенческую визу. Вот сделали вы, например, да, туристическую визу и приехали сюда. Сможете ли вы найти работу, да? Вот самый главный вопрос. Можно ли с такими документами найти работу, либо же там найти жилье и вообще, да, как-то обустроиться тут. Так как я уже тут, и у меня такие же документы, то есть просроченные документы, вы об этом можете узнать в моих видео, да, как я ищу работу, как я нашел жилье и как вообще все это устроено. Для вас кратко, да, могу сказать, что жилье тут стоит, место в комнате, где живут 2-3 человека, стоит от 5000 крон. Внимание, кроны – это чешская валюта, 1000 крон – это 2700 рублей. То есть жилье примерно стоит от 5000 крон, начиная. Работа. Что насчет работы? Да? Средняя зарплата в Чехии, именно в Чехии, это около 1000 долларов. То есть примерно 1000 долларов, плюс-минус. Да, эти деньги можно, в принципе, и в Москве зарабатывать. Но никто вам не мешает, кто вам мешает приехать не сюда, а, например, в Германию, где зарплата в 2-3 раза больше. Да, задумайтесь об этом. То есть, вот о чем я хотел вам рассказать. Если вам интересно, спускайтесь в описание, переходите на мой канал, подписывайтесь обязательно, поддержите меня этим и смотрите видео. Да? Если есть у вас какие-то вопросы, вы можете задать либо тут под видео, либо у меня на канале. И еще кое о чем я бы хотел с вами поговорить, о том, что, друзья, нету нигде никакого закона о том, что узбеки и таджики должны работать только в России. Да? То есть не нужно думать, что вы не сможете поехать либо в Америку, либо в Европу, либо вообще в другие страны, да, этого мира. Мир-то большой. То есть просто что вам нужно сделать, это стараться. Не нужно думать, что нужны большие деньги для этого. Главное, чтобы вы старались, чтобы вы начали что-то делать и не сидели на одном месте. Вы можете посетить любую страну мира и поехать в любую точку мира, да. Где вам нравится, там и можете жить. Не нужно сидеть на одном месте. И когда я вообще открыл канал, многие люди писали прям в комментарии или в личку писали, что и просили вести свой канал на таджикском языке. Я этого не собираюсь делать, потому что я буду разговаривать именно на русском, чтобы и таджики, и узбеки, и все, кому это интересно, эта тема, чтобы видели и понимали меня, да. Бародаро, мамедонам забони тоджики зуру, но все равно забони Русия йодгифтан дакор, забони Руси по-любому дакор мешает. Ман билама o'zbek til hammadan chiroyli shirin tilu, lekin ruschani ham по-любому yodlash kerak, sizlarga kerak bo'ladi. И, конечно же, учите английский, да? London the capital of Great Britain. В общем, на этом, я думаю, все. Я хочу сказать огромное спасибо Тимуру за поддержку. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, встретимся у меня на канале. Всем удачи и ассаламу алейкум. Друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Тимур Хусайнов и, конечно же, Алифер Европа. Ребят, обязательно пишите в комментарии свои мнения. Есть какие-то недостатки в этом видеоролике, есть какие-то предложения у вас, есть какие-то идеи. Да, кстати, не забудьте то, что я уже в дальнейшем в каждом видеоролике обещаю, что скину 1000 рублей тем ребятам, которые предложат свои идеи, что мне снимать. Ну, в смысле, что-то прикольное, интереснее по Москве. Если мне понравится ваша идея, то, естественно, я вам скину на карту 1000 рублей. Прикольно же. Давайте, ребят, прямо сейчас действуем. Пишем комментарии, пролайкаем, если понравилось видео. Если не понравилось, то ничего страшного. Дизлайк или лайк. Ну, как лучше.
вам видней. Обязательно подпишитесь, ребята, включите уведомления, колокольчик и будьте в курсе всех событий. Всем ассаламу алейкум, всем мира и добра.